Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 75 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Из них 48 случаев было в городе Якутске, это 64% от общей заболеваемости. По итогам прошедшей недели заболеваемость в республике выросла почти в 2 раза. Хотелось бы отметить, что причинами роста, мы считаем, является общая расслабленность населения. Прекратили носить маски, прекратили соблюдать дистанцию, начали встречаться с родственниками, друзьями. Мы повсеместно видим, что ослаблен контроль за соблюдением масочного режима в общественных организациях, в торговых центрах. Поэтому хотелось бы призвать всех горожан, граждан нашей республики о том, чтобы все-таки не расслаблялись и имели настороженность к тому, что коронавирусная инфекция никуда не ушла. У нас продолжается сезонная миграция населения. Возвращаются люди из-за рубежа, которые успели выехать. В основном это граждане, которые возвращаются из Турецкой республики, где на сегодняшний день прям рекордный рост заболеваемости в сравнении с другими странами мира. Нам известно, что с начала года в республику вернулось уже около 10 тысяч граждан из-за рубежа, и не все разместили свои данные по результатам лабораторных исследований ПЦР на государственный портал госуслуг. Это на сегодняшний день является обязательным требованием. До тех пор, пока они не разместят свои результаты, они должны находиться на самоизоляции. Таких граждан мы просим провести эти исследования и разместить. Кроме того, мы обращаем ваше внимание, что необходимо, согласно решениям Оперштаба республики, максимально снизить количество массовых мероприятий. Призываем административные комиссии муниципальных образований усилить работу по контролю за масочным режимом. Министерство здравоохранения уже увеличило коечный фонд на тот случай, если заболеваемость будет продолжать расти. Пересмотреть опять-таки запасы средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, но и усилить работу по иммунопрофилактике. На сегодняшний день это наше единственное спасение, кроме того, что мы должны соблюдать дисциплину. На сегодняшний день в республике уже привито более 90 тысяч человек, это 10% населения нашей республики. Пока этого недостаточно для создания коллективного иммунитета, поэтому нам рано расслабляться. Мы увеличили количество прививочных пунктов и прививочных бригад, поэтому работа продолжается в том же режиме усиленном. И кроме того, что нам нужно будет ограничительные мероприятия очень строго соблюдать. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы. Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта для всех авто. На линию выходят перевозчики на воздушных подушках. В Алдане финишировал республиканский образовательный форум «Профскиллз». Каковы перспективы профессионального образования в Якутии? За 30 лет пройден большой и трудный путь. Служба занятости населения празднует юбилей. Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта для всех видов транспорта. С сегодняшнего дня эта ледовая дорога приобретает статус несанкционированной. Выставлены посты ГИБДД, Государственная инспекция по маломерным судам и административная комиссия Мегино-Кангаласского района планируют проводить рейды для выявления нарушителей. К въезду на реку установили запрещающие знаки и шлагбаум. Как сообщалось ранее, попытка переправиться по запрещенной ледовой переправе приведет к административному правонарушению. С сегодняшнего дня также уже начнут свои перевозки суда на воздушной подушке типа «Хивус». Маршрут с города Якутска, 202 микрорайон, в Нижнем Бестяхе, причал железные дороги Якутии.
Между тем, вскрытие рек на территории республики прогнозируют раньше обычных сроков. По информации пресс-службы регионального МЧС, вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается с 15 по 14 мая. В районе Якутска 15-16 мая, у поселка Самгар 19-21 мая, а в устьевом участке реки в последних числах месяца. В течение второй декады мая вскроются реки Алтан, Вилюй и нижнее течение реки Амги. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня. Отмечается, что формирование заторов льда будет определяться конкретными природными условиями. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Государственной службы занятости населения республики, состоялось сегодня. За 3 десятилетия пройден большой и трудный путь развития. Система соцзащиты граждан от безработицы строилась буквально с нуля. Шаг за шагом выстраивалась законодательная, материальная база, шло освоение новых методов работы и своевременной подготовки кадров. Сегодня это социально значимая, востребованная обществом, эффективно действующая разветвленная государственная структура с мощной информационной базой, высоким техническим оснащением, профессиональным коллективом. В знаменательный день службу занятости поздравил первый вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков и вручил госнаграды лучшим сотрудникам и ветеранам службы. За эти годы служба занятости республики прошла непростой путь трансформации, являясь инициатором и проводником активной политики занятости в регионе, доказав свою значимость и необходимость для сотен тысяч наших граждан. Сегодня это эффективно работающая и развивающаяся структура, оперативно и точно реагирующая на запросы рынка труда. За слишком тонированные стекла автомобилей водителей ждут штрафы. С 19 по 28 апреля в регионе госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие под условным наименованием «Тонировка». При помощи специальных приборов дорожные полицейские проверят светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол авто. Согласно госстандартам, передние и боковые стекла должны пропускать свет на 70% и более, а лобовое на 75%. В случае нарушения водителям выпишут штраф 500 рублей. Тем, кто не устранит нарушение на месте, сотрудники ГИБДД выносят требование сделать это в течение 10 дней. В случае отказа нарушителям грозит арест на 15 суток. Тем временем линчане все чаще становятся жертвами IT-мошенников. Суммы ущерба доходят до 300 тысяч рублей. Именно такую сумму потеряла жертва злоумышленников, установив приложение одного из банков. Основной вид преступления – это хищение денежных средств с банковских счетов с помощью телефонов или сайтов объявлений. Вторую волну популярности приобрели также и лжесотрудники внутренних органов. Мошенники звонят, представляясь полицейскими, сообщают, будто их родственник задержан и им необходимо внести залог за него. Такие преступления раскрываются тяжело. Сотрудникам внутренних органов приходится выезжать в другие регионы, так как мошенники орудуют из разных городов страны. Мошеннические действия у нас, значит, за отчетный период, за первый квартал у нас зарегистрировано 15 фактов мошеннических действий. Это в основном также приобретение товаров на Юле, на Авито продолжаются. Также поступают гражданам звонки от якобы сотрудников банка, сотрудников полиции, сейчас тоже уже возобновились. На сегодняшний день у нас получается вот посредством приложения Юла по гражданина 7 тысяч рублей списали. Также Юла 17 тысяч ущерб составил, незаконно списали. Представились работниками банка Сбербанк, Восточный банк, где сумма ущерба составила 64 тысячи. В Якутске за неделю отловили более 30 собак. В пункте передержки на сегодня содержится порядка 250 животных. Об этом сообщила директор пункта передержки Екатерина Безрученко во время общегородской планерки сегодня. Всего по заявкам работают 2 бригады ловцов. За неделю стерилизованы и кастрированы 56 животных. 24 возвращены, либо пристроены новым хозяевам.
В Алдане финишировал республиканский образовательный форум «Профскиллс». Он объединил порядка 30 молодых преподавателей среднеспециальных учебных заведений Якутии. Профессиональное образование развивается динамично. В практику входят новые методики и инструменты. В ходе обсуждения рассмотрены комплексные подходы для внедрения в практику. Подробности у Татьяны Вахниной. Реалии, сложности и перспективы современного профессионального образования рассматривали молодые преподаватели Алданского политехникума, медицинского колледжа, транспортного техникума поселка Нижний Бестях и Южно-Якутского технологического колледжа города Нерюнгри на образовательном форуме. Форум «Профскиллс» объединил около 30 представителей среднего профобразования Якутии. В период глобализации и вообще новых трендов, безусловно, нововведения не вводятся, поэтому необходимо проводить такие работы, да, именно профессиональные сообщества, они нужны для того, чтобы помочь педагогам развивать траектории развития именно по направлениям обучения. Программа форума включала открытые уроки, мастер-классы, семинары и диспуты. В обсуждениях приняли участие представители Ассоциации молодых преподавателей профессионального образования Якутии и специалисты Республиканского министерства по делам молодежи. А участникам в ходе работы форума предстояло разработать собственный проект для внедрения в практику. Мы являемся для наших студентов именно провайдерами в будущее, поэтому мы сами должны быть всегда в тренде, в топе, мы должны очень хорошо разбираться в тех инновациях, которые существуют на сегодняшний день, и не только в профессиональной деятельности, но и с точки зрения как бы софт-скиллов, да, то есть своих мягких компетенций. Консолидируя опыт и реализуемые практики, участники разрабатывали проекты долгосрочной работы со студентами. Проекты были нацелены на всестороннее развитие студента и успешное освоение ним выбранной профессии. Эксперты нашли все разработки интересными и достойными для внедрения в практику. Мы надеемся, что по итогам всего форума все разработанные программы будут в дальнейшем внедряться. Может быть, какая-то не сразу, может быть, какую-то программу надо дополнительно еще пережить и обосновать, но так или иначе они увидят свет и жизнь. Участники отметили высочайший уровень организации и гостеприимства принимающей стороны. Семинары, мастер-классы и обсуждения проходили в доброжелательной, непринужденной атмосфере. Образовательный форум оказался весьма полезным и познавательным. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К этому часу у меня все. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.